Российский фонд фундаментальных исследований подвел итоги конкурса на лучшие проекты научных работ. В числе победителей вошел проект изучения венкийских топонимов Технического института города Нерюнгри. Особенно победа стала символичной в преддверии Международного дня коренных языков. И сегодня у нас в гостях заместитель директора по учебной работе Технического института филиала СВФУ, кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии Любовь Яковлева. Любовь Анатольевна, здравствуйте. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Прежде всего, поздравляем вас с победой. Ну а высока ли была конкуренция? Здравствуйте, добрый день вам тоже. Конкуренция была достаточно высокой. Насколько нам известно, из более 3000 заявок победило только 100 проектов по направлению фундаментальные научные исследования. Вот скажите, пожалуйста, в чем актуальность именно вашего проекта? Актуальность данного проекта заключается в отсутствии в настоящее время научных трудов, в которых был собран и проанализирован многоаспектно в лингвистическом плане весь топонимический материал того или иного региона. Видите, с каждым годом уходят, к сожалению, информанты, которые владеют такой ценной научной информацией. Это уникальный материал, который необходимо сейчас успеть собрать, проанализировать и систематизировать. Ну, Любовь Анатольевна, вот на ваш взгляд, как это можно сказать таким словом, в каком состоянии на сегодняшний день находится венкийский язык, вот непосредственно в нашем регионе? Я считаю, что в нашем регионе состояние венкийского языка достаточно стабильное, да, и высокое, находится на таком высоком уровне, потому что рядом с нами место компактного проживания венков, уникальное село Енгра, которое сохранило свои традиции, свою культуру и, самое главное, свой язык. Да, он сохраняется. Внедряются учебные курсы, венкийский язык как основной преподается в школах как Арктики, так и Енгринской средней школы. Большое количество мероприятий, проводимых на данном языке. Кроме того, я считаю, что вот проводимая в школах города Нерюнгри работа тоже способствует тому, чтобы и венкийский язык не забывался. Мы, например, сотрудники нашего института, мы ежегодно ходим в качестве экспертов, посещаем такие научные мероприятия, как «Шаг в будущее» для школьников. И отрадно отметить, что с каждым годом научных проектов, посвященных как раз изучению топонимии, изучению истории и культуры венкийского народа, оно интересует наше молодое поколение. Таких проектов становится все больше, и они выходят на республиканский и далее на российский уровень. Насколько серьезно и как активно проходит именно работа в вашем вузе? Да, я хочу сказать, что мы бы не добились таких результатов и признания на российском уровне и поддержки фонда РФФИ, если бы у нас не была выстроена такая логичная цепочка. Студенты направления подготовки филологии, а именно отечественной филологии, поступая к нам на первом курсе, изучают специальный курс авторский. Мы разработали его своим творческим коллективом по топонимии Южной Якутии. Далее на учебной практике, также на первом курсе, у нас организовывается выездная топонимическая практика. Мы работаем с информантами. Я здесь хотела бы выразить глубокую благодарность и енгринской администрации, и учителям школ, и старожилам, и всем тем, кто помог нам собирать на протяжении многих лет этот топонимический материал. То есть вы сотрудничаете тесно, да? Мы очень тесно сотрудничаем как с администрацией енгринской, так мы и организовывали командировку в Алекминск, и нас поддерживала администрация города Алекминск, их библиотека. Мы выезжали, работали с архивными материалами в город Якутск. Мы работали в городе Алдан, то есть такое широкое у нас было
масштабное описание, лексикографическое описание топонимов Южной Якутии, в который входят вот эти вот 3 района. А с этим проектом, который вот недавно поддержал фонд, здесь мы выходим еще дальше, да, территориально это уже будет северные районы нашей республики, это Булонский, Жиганский, Оленёкский, Усть-Майский район, в котором также имеются места компактного проживания венков. А на следующий год мы планируем уже выехать в Бурятию, Красноярский край, в Иркутскую область, Забайкальский край, то есть это будет исследование Восточной Сибири. Конечно, отдельные научные исследования проводятся, мы знаем и сотрудничаем также с топонимической школой города Благовещенск. Гульчара Вахобовна Быкова, Елена Владимировна Калинина — это наши коллеги, которые также занимаются исследованиями в данном направлении. Очень много таких точечных исследований, да, как мы сказали бы, либо это исследования, которые направлены не только на сборы венкийских топонимов, но и монгольских, бурятских, якутских, да, ну и других этносов. А наша задача — собрать материал именно по венкийским. Вот, зона расселения достаточно большая. Данное направление было в свое время организовано такой очень весомой в настоящее время Томской топонимической школой. Мы отправляли туда и сотрудников нашей кафедры, представляли работы наших студентов, работали с коллегами из Москвы, организовывались научные конференции и представляли вот результаты работы на таком уровне. Поэтому мы хотим сказать только большое спасибо и надеемся на дальнейшую поддержку и помощь в этом направлении. Ну а возвращаясь к организации учебного процесса в нашем институте, первые 2 курса — это вот такая выездная практика, полевая, а затем уже в рамках отдельных спецкурсов проводятся уже аналитические, да, данные подбиваются и так далее. Специально с этой целью у нас на кафедре была открыта научно-учебная лаборатория топонимических исследований. Наши студенты, начиная со 2-го курса, работают по данному направлению в рамках курсовых работ, защищают выпускные квалификационные работы. Отрадно здесь отметить еще и тот факт, что данная работа настолько интересна и востребована, что наши выпускники, уезжая в свои районы, продолжают заниматься уже со своими учениками. Эта тема мы вот видим, отслеживаем уже в интернете, видим их победы. Это очень приятно. Общение продолжается, да? Да. Что дает эта победа в этом конкурсе? Это дополнительные бонусы или что-то поможет вам в исследовании? Конечно, нам был необходим победа в этом конкурсе для того, чтобы вообще осуществить полевые исследования в северных районах. Далее у нас запланирована Восточная Сибирь, то есть без финансовой поддержки у нас, конечно, бы работа стала. То есть прежде всего это дает возможность, да, заниматься. Да. Ну, вот интересно, момент такой, да, отличается ли вот диалект венкийского языка Южной Якутии, там, скажем, от северных регионов? Да, ну вот как раз задача наша увидеть, да, как раз вот эти диалекты. То есть мы сейчас знаем только особенности диалекта южных венков, да, на которые располагаются на территории Южной Якутии. Каким образом меняется произношение, написание, да, того или иного топонима на такой большой территории, каковы ареалы расселения, каковы особенности, как взаимодействует эта система, это очень интересно, и это впереди нас ждет именно вот такая кропотливая, огромная работа. Интересно.
Есть ли такие слова в ингушском языке, которые уже кочуют по другим языкам? Как вот у нас же есть какие-то переплетения, коллаборация, да, языков идет, особенно некоторых слов. Да, вы знаете, существует целая группа топонимов, которые ученые условно называют гибридные топонимы. Это значит производящая база — это слово эвенкийского происхождения, и к нему добавляются, нарастают либо суффикс якутского происхождения, либо приставка русского происхождения, либо часть другого слова из другого языка. Это все говорит о том, что на данной территории, исследуемой нами, происходило тесное взаимодействие культур. Видите, топонимика нами читается как некий этнокультурный текст, который исследования топонимики, они очень интересны не только для филологов. В первую очередь много полезного могут для себя почерпнуть и историки, и культурологи, и этнографы, работники культуры, учителя, да, преподаватели высших учебных заведений. Эта тема очень интересна. И глобально, да? Да. Глобальная. Ну и в завершении нашей беседы такой вопрос, который интересует многих жителей Нерюнгринского района, непосредственно города Нерюнгри. Кто-то знает на него ответ, кто-то теряется в двойственности. Все-таки, как филолог и знаток эвенкийского языка, скажите, пожалуйста, город Нерюнгри, как переводится дословно? Здесь все просто. Изначально название города дало название реки, протекающей рядом, Нерюнгри, да Нерюнгра, простите, Нерюнгра — такое вот ее название. А в основе лежит естественный эвенкийский апеллятив Ниру, что обозначает Хариус. Это, я думаю, такое уже распространенная версия, да, версия распространенная. То есть здесь реки изобиловали просто, да, этой рыбой. А затем прошло так называемая трансанимизация, когда по названию реки было названо поселение, на которое оно находится. Любовь Анатольевна, спасибо вам большое за беседу. И дальнейших вам успехов пожелаем всем нашим коллективам в этой интересной работе.